Всем привет! 26 мая. И у нас опять проверка. Утренняя проверка. Вчера у нас была только одна проверка, потому что, как вы уже сами видели, улов не радовал. Вечером решил не ехать, потому что смысл ездить. Сделал свои дела немножко на ютубе, смонтировал ролик туда-сюда. Пораньше лег отдохнуть. Так что продольники стоят уже почти сутки. Что мы видим по воде? А по воде мы видим, что она начала падать, и это очень-очень быстро. Вот наш кроссовок, он уже у нас на суше, а это получается, если так вот где-то вода была, сантиметров где-то 30, сантиметров 30 упала вода. Это хорошо. Так что получается, я зря продольники переставлял. Я-то побоялся, что вода прибывает, и все, уже там притык было. Немножко не хватило терпения. 5-10 сантиметров запаса еще было по веревкам. Ну что, переставил. Посмотрим, что покажут у нас продольники на новом месте. Поехали. Сегодня решил ехать в калошах, потому что в броднях ноги просто парятся. Так что сегодня у меня вот такие вот калошики. Ну что нам сегодня старичок Вихрь скажет? Отдохнул. Теперь поработай. Приехали. Переставил продольники с конца острова почти в начало. Здесь, конечно, течение очень сильное. И как мы видим, все закидало травой. Так что если на этом продольнике рыбы сейчас не будет, я по новой поднимаю и по новой будем переставлять. Ну, смотрим, вот. Как мы видим, на течение мусора очень и очень много. Течение плохо. Тиховод тоже нехорошо. Надо вот такое вот, чтобы основное течение не било, как бы задерживало весь мусор, весь хлам. И чтобы не совсем тиховод. Такое плавное небольшое течение. Золотую середину, короче. Ладно. Смотрим, что нам дал новый продольник переставленный. А он нам дал даже рыбу. Он нам дал хариуса, который уже уснул. Вот такого. И там еще даже что-то дергается. Еще один хариус. Ну, харюзовое место, так что переставлять мы ничего не будем. Пусть все будет здесь, как было. Вот таких вот два хариуса. Раз и два. Один уснул, второй живой. Нормально, хорошее начало. Едем дальше. Так. Что-то есть. Вижу хариуса уснувшего. И за ним езя. Значит, с места мы на этот раз
угадали. Вот какой красавчик язь. И хорюс. Так, хорюс немного уже уснул. Опа, 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 опа. Ай. Так. Ты у нас... Иди сюда, мой хороший. Хороший. А ты у нас... Так, подожди, у нас там еще что-то есть. У нас там еще что-то есть. Еще язык. Так, где-то есть. Раз. Вот он. Ну вот. Хоть язь нормальный стал попадаться. Язи, кстати, видать, плавают разными стаями. Вот до этого шел такой средненький язь. Теперь он уже вон идет покрупнее. Вон хорошие язи пошли. Но еще не кабаны. Килограммовые кабаны, когда идут, они тоже идут стаями, получается. Вот с ними бороться тоже красота, конечно. Итак, у нас вот такой вот хариус, друзья. Уснул. Вы не думайте, что он испортился. Они очень быстро, если заглатывают, засыпают. Никакой речи не может, что сам с собаками или еще куда-то сами сидим. Вот у нас 3 хариуса, 2 язя. Отлично, Янскадан. Значит, с местом мы угадали. Правильно сделали, что поменяли продольники местами вчера. Хотя не вариант вообще-то. Может быть, вода упала. И на том месте тоже начало клевать. Не знаю. Ну, что сделано, то сделано. Главное, есть результат. И это радует. Что-то есть. Вижу рыбу. Походу это язык. Не, хорюзок. Но все равно. Раз уж пришел. Давай в сачок. Там еще что-то есть. Язык. Хорюзочек и язычек. Тихо. Так, только не надо путать. Это сюда. А это сюда. Вот. Еще прибавка Янскадан. Кстати, смотрю, опять начали появляться вопросы, что такое Янскадан, кто такой Янскадан. Объясняю, друзья. Янскадан — это так в Коми обычно говорят, ну, после того, как поймал, скажем, удачно поймал рыбу, или там глухаря пострелил, или там лося добыл, медведя, ну, что-то добыл существенно такой хороший. Говорят Янскадан. Не то, что там, допустим, о, круто, там, вот здорово, там. Нет, кричать не надо спокойно сказать Янскадан, и все. Так учил меня мой отец. Помню, мы с ним проверяли сети, бывает в кустах, вот ставили сети там. Профиля рубил отец, ордом по Коми называется. Сети ставили туда, проверяем, я смотрю. А там рыбы, 1, 2, 3. Я такой, оба, папа, говорю, все, смотри, сколько рыбы. Он такой, сынок, тихо, просто спокойно скажи Янскадан, и все. И как-то с детства вот мне это Янскадан, и теперь как что-то поймаю, оно уже само непроизвольно вылетает у меня Янскадан. Плохого в этом ничего нету, потому что Йен по Коми это Бог, Янскадан это по-божески, с Божьей помощью. Переводится примерно где-то так. Дословного перевода я не знаю, но так надо говорить, чтобы не сглазилось, типа.
А вомдячный, говорят, по коме это сглазить. То есть, если будешь хвастаться тудым-сюдым, кто-то может положить сглаз, сглазить от зависти или то ли просто от таких мыслей дурных, как говорится. Вот и даже сейчас вот читаю в комментариях, допустим, такие злые комментарии, типа там браконьер туда-сюда, положено один крючок на 10 метров. Они сами правил не знают и пишут такую гадости. Это, друзья, не браконьерство. На продольнике, ну язь, ну хариус, ну там нет вот ячеи там 20 или еще что-то, чтобы мешками можно было поймать рыбу. Это трудовая рыбалка, это рыбалка для души, это интересная рыбалка. И это ни в коем случае не браконьерская снасть. 10 крючков на человека разрешается. На семье сколько? 5 человек. Значит 50 крючков. Ну это так, к слову. А так, если вдвоем мы в лодке, значит можно 20 крючков. То есть это 4 продольника по 5 крючков. Ну а что я могу сказать? Поставила 4 продольника, проверил, время прошло, еще проверил. Какое это браконьерство? Нет никакого браконьерства. Это большой труд. Это рыбалка на продольнике, это рыбалка для души, это рыбалка для семьи. Весенняя рыбалка — это временное занятие. За пару недель я должен пополнить запас. То есть в ледниках должно у меня быть ведра литров 100 как минимум соленой рыбы. Должны быть сварены консервы, должна быть рыба провялена, что-то закоптить, что-то это запас на целый год, друзья. Так что вы не думайте, что если я ловлю каждый раз по пол ведра, бывает, что у меня там такие запасы рыбы или там еще что-нибудь. Нет, у меня даже в леднике сейчас вот такое вот ведро, даже не полное, оно вот где-то вот до сюда, чуть больше половины. Потому что едим мы рыбу каждый день, едим свежую, хариус почти весь уничтожается, съедаем за раз, за милую душу, малосольным, жареным. У меня большая семья. Угостил брата, угостил тещу, отправил другу. Все едят, все говорят спасибо, и это в первую очередь нравится мне. Как говорится, чем больше людей благодарят тебя за рыбу, тем лучше будет ловиться. Как бы это тоже принято. Вот такое вот отступление. Ну а мы продолжаем. Так, ух ты, язь. Зацеп об кусты был. Я уже думал, все, а нет, там вот вижу яська. Идет, идет. Раз. И он мой. Устал бедолага за сутки-то барахтаться там. Иди сюда. Вот редко какой язь заглатывает глубоко. Вот у них все возле губы почему-то. Срыгнул тут травой, червячками всякими. Вот. Еще добавок. Энскадан. Ну что, есть что? Ага. Язёк. Вижу. Вижу яська. Так, подпустим немного поближе. Блин, сачок зацепился. Раз. Так, там что, еще натяжка есть? А, там хариус. Там хариус готов уже. Так, язёк. Заглотил. До кишков.
раз. Сачок на место. Ну и вот какой хаюзец. Только, видать, уснул. Даже жабры не побелели. Устал болтаться с вчерашнего дня. Вот Инскаден. Улов растет потихоньку. Так, друзья, надвигается дождевая туча. Вот она. Надвигается довольно быстро. Наверное, скоро придется бежать на берег, потому что бог с ним промокнуть под дождем, но это может подняться сильный ветер, что на Печоре по большой воде мало интересного. Ладно, если успею, еще проверю этот продольник. Потом надо смотреть уже внимательно. Так, что мы здесь видим? Натяжечка вроде бы есть. Что-то вроде... Да, есть небольшой язёк. Зацепился слабо. Ну что, пробуем тебя без сачка. Не повезло тебе, друг мой. Все, по-быстрому наживляем, отпускаем. И, возможно, придется бежать на берег. Так, одна туча вроде бы прошла, вторая прямо на меня. Попробуем еще успеть один. Так, что-то есть натяжка. Вроде бы харюзок. Сиг. Не уходи, не уходи, не уходи. Опа, как слабо зацеплен за губу. Но он мой. Попался сиг. И там вроде бы еще что-то есть. Опа, опа, акробат какой. И хариус. Сиги хариус. Вот такой вот, друзья, сижок попался. Вон. Нормальный сижок. Вон какой красавчик. Так что белые рыбы сегодня тоже Инскаден прибавляется. Короче, друзья, я попал. Проверить я проверил продольники. Начал заводить мотор. Включил скорость. А хода-то нет. Порвал, друзья, шпонку. Или что-то у меня, может, винт отвалился. Нет, винт на месте. Шпонка порвалась, видать, от того, что резко включил. И все. Туча надвигается, ветер поднимается. А у меня мотор-то не на ходу. Все. Нет ухода. Нет ухода. Мотор, шпонку менять, надо причаливать к берегу. Здесь на воде никак. Берега здесь нет. Ветер надвигается, туча надвигается, дождик начинается. Короче, друзья, потихоньку я попал. Ладно. Что-то будем думать, короче. Что-то будем думать. А что думать, я не знаю. Пока еще ничего не знаю. Первым делом приготовлю, спрячу сейчас червей всех своих от дождя. Во-первых. Во-вторых, приготовлю себе бардачок, чтобы спрятаться от дождя. Раньше в детстве это у меня получалось. Сейчас не знаю, влезу, не влезу. Так, здесь у меня запасные. Так, вот у меня здесь еще плащ есть, если что. Можно будет плащ одеть. Так, это все убираем. Да, раньше здесь я, когда в детстве ездил на моторке, помещался легко. Просто залезал в бардачок, и было все шикарно. Сейчас
Сейчас не знаю. Первым делом сейчас вычерпаю воду. Короче, будем готовиться к непогоде, друзья. Ладно, пока выключаемся. Одеваю плащ, вычерпываю воду, одеваю плащ, залезаю в бардачок, пережидаем дождь. Ну а потом, я не знаю, найду ли я сушу где-нибудь, или хотя бы в мелководье, чтобы поменять шпонку. На такой воде, на такой глубине ее менять никак. Ладно, будем пробовать, друзья. Все, прячемся от дождя. В общем, друзья, в бардачок я не влез. Одел плащ. Накрылся вот крышкой от бардачка. И пережидаю дождь, чтобы до конца не намокнуть. Основная масса дождя уже прошла. Так, моросящий дождь. Сильно-то и сильный, но мочит еще мочит. Минут 5-10 еще переждем. И будем пытаться пробираться к берегу, чтобы поменять шпонку. Все, пока, друзья, рекламная пауза. Прячемся от дождя. Ну вот, переждали непогоду. Ветер был такой средний. Дождик прошел. Немножко, конечно, подмочил, но одел плащ. И промок не так тоже сильно. Так, теперь нам задача, надо сделать мотор. Посмотрел я, смысла туда ехать нет, берега нет. Будем пробовать ремонтировать мотор на месте. Он приготовил две такие шпоночки. Хотя, по идее, на вихрь, особенно по мелководью, ставят одну шпонку. Ну, чтобы при ударе об камень порвалась шпонка, а не сломала винт. Но сейчас мелководья нет. Мелководья нет. Вот она крутится. Блин, и не дотянуться до винта-то, а? Что делать? Два варианта. Снять мотор, закинуть в лодку. Один вариант. И второй вариант. Все делать там. Сейчас попробуем снять сиденье и сделать это там. Блин, сегодня еще как назло одел калоши. Ладно, попробуем так. Попробуем так. Вот тут есть любое неловкое движение. Можно будет уронить винт и оказаться без винта. Как-то закрепить бы вот это все хозяйство, блин. Так, главное, чтобы с мотором туда не нырнуть. Бывает и такое. Диво дивное. Главное бы ничего не уронить теперь. Так неудобно, это пипец. Кто бы знал. Не дотягиваюсь. Не дотягиваюсь. Так. Не получается. Берем второй вариант. Берем второй вариант. Поднимаем мотор в лодку. Поднимаем мотор в лодку. И меняем шпонку непосредственно в лодке. А потом мотор закидываем обратно. Вроде лодка пустая. Все так мешается. Все так не в тему, бляха-муха. Ну.
Такс. Да, это не ветерок. И это даже не Сузуки, который весит 39 мой, а сейчас 34 килограмма. А это вихрь, который весит 50 килограмм. Главное сейчас его не утопить. Иначе мы останемся без мотора. Так, стоять. И раз. 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 И на матрас. Так, все. Сейчас будем менять шпонку. Здесь уже менять будет удобней. Так, видно? Сейчас покажу, кто еще не видел, как меняется шпонка на русских моторах. Хотя, опа, сломалась. Все ломается. Хотя люди моего возраста по-любому все начинали свой опыт с ветерков, с вихрей. Лично мой опыт с 10 лет. Я ездил уже на ветерке. И где-то, наверное, с 7 класса батя, в принципе, мне вихрь давал. Он говорит, как я тебе дам, если ты завести его даже не могу. Вот когда, говорит, заведешь, тогда и езжай. Вот как только я смог завести вихря, так и поехал. Блин. Так. Это здесь был ключик. Ключик. Где ты, ключик? Гоп. Так, вытащили. Вытаскиваем винт. Да, на вытянутой руке это бы у меня, конечно, не получилось. Блин, снимаю, короче, этот жилет чертовый. Достал он мне уже. Вообще ничего не могу с ним делать. Мешает. Ай, бляха. Текс. Ну, другое дело. А то, блин, ни туда, ни сюда. Некогда. Так и есть. Срезала шпонку, потому что она была одна. Он при включении хлобысь и отрезала шпонку. Так что как-то вот так. Сейчас поставим и две шпоночки, чтобы уже не подводило. Видно, да? Потому что два отверстия здесь. Раз и два.
Так. Да, на вытянутой руке это бы, конечно, мне не получилось. Все готово. Вот почему на иномарках не могли сделать так же. При ударе об камень порвалась бы шпонка. Все. Горизонтальный вал, вертикальный вал, шестеренки, все осталось бы целое. На русских моторах вообще насчет этого все хорошо. А на импортных, конечно, или они думают, что мы на море ездим постоянно, блин, что у нас мелководья нету. Не продумана, конечно, эта система вся. А этот сплинт у нас, чтобы не вылетал винт после того, как порвется шпонка. Так, как-то вот так. С помощью груза продольника, с помощью ножа и топора и какой-то матери делаются русские моторы. Все легко и быстро. Ну все. Теперь наш винт никуда не денется. Мотор мы отремонтировали. Осталось только поставить его на место. Что мы сейчас и будем пытаться делать. Оба! Та-та-ра-та-та-та-та-та. Опа! Та-та-та-та-та. Ра-та-та-та. Та-та-ра-та. Та-та-та-та-та. Да. Ёшкин кот. Так. Так. Отпускаем. Сейчас главное ровненько его выставить. Ага. Перебор. Так. Как-то вот так. По крайней мере, так он стоял. Он стоял, видать, криво. Немного. Бля. Вот так. Ну, теперь он стоит более-менее ровно. Все, затягиваем. Мотор отремонтировали буквально в течение 10 минут. Иномарку вон я уже полгода ремонтирую. Все не могу ремонтировать. Конечно, не продумана подводная часть у иномарок. Вот башку бы у иномарки, а все остальное ногу бы у вихря. Цены бы не было такого мотору. Так что теперь проверяем, друзья, оставшиеся продольники и домой. Затянули хорошенько. Ставим бак на место. Так. Ставим сиденье на место. Так.
Одеваем жилет. Так. Ну и что? Пробуем. Пробуем, что у нас получилось. Обычно я, конечно, когда летом с вихрем причаливаю к берегу. Но сейчас весной берегов нету. Ну, с Богом. Все едет, все работает. Так вот, останавливаемся чуть заранее и спокойно берем и проверяем. Что мы видим? А мы видим язычка одного, и там походу дергает другой. Так, смотрим, посмотрим, что у нас получится. Так, с этим получилось. С этим у нас все получилось. Так, что у нас со вторым? Бляха-муха. Что у нас со вторым? Ага, вижу. Вижу. И со вторым получилось. Так что 2 яська плюс. Кидаем сразу ведро, потому что лодку надо мыть. Лодка в нефтепродуктах, чтобы рыба не пахла. Сразу кидаем ведро. Бензин с карбюратора немного протек. Ну, где ты? Да, ёшкин ты кот. Как-то вот так. Ну все, а дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. Мотор починили. И это главное. Дождь прошел. И это главное. Клюет. И это главное. Рыбачим. И это главное. Так, что-то здесь рядом. Что-то здесь рядом. Что-то здесь рядом. Что-то здесь рядом. На первом крючке. Язычек здесь рядом. Язычек здесь рядом. Сошел. Вот так вот. Так. Как бы мне тебя достать? Так. Что там есть еще, что нет? Что-то накручивает, подохло. Ну, подохло. Скорее всего, это хариус, наверное. Только они могут заглотить до задницы. Меня еще спрашивали в комментариях, почему я наконец не вешаю веточку елки
для натягу, для паруса елки или пихты там. Объясняю, вот видите вы его, хариуса, вот он так скрутился и накручивает. Это ладно, у меня леска, а не капроновая нитка. Капроновая нить бы уже, она просто бы скрутилась в клубок. Так, здесь у нас язи хариус. Леска, она все-таки меньше скручивается, но все равно, если крутить долго, то она тоже в клубочек скрутится вся. А не вешаю я веточку елочки. Почему? Потому что, объясняю, вот сейчас видели, хариус у меня был на последнем крючке. Процентов 70-80 улова все попадают на последний крючок. То есть крайний последний крючок, он более уловистый. Если сюда повесить веточку елки, то мы, естественно, потеряем уловистый крючок. А течение на печоре нормальное, натяжки в принципе и так хватает. И еще, иногда веточку течением, вот у нас на течении начинает саму ветку накручивать, и получается тот же эффект скручивания. Подходишь, тут продольник, тут ветка, и вот такой клубок продольника все накрутило. Так что пробовал, я честно говорю вам, пробовал ставить веточку, палочку там что-то. Раньше у нас так тоже делали старые люди. Потом пришел к такому выводу: ничего не ставить, а просто на последний крючок привязывать, под конец привязывать крючок на поводке. Бывает длиннее, обычно у меня сантиметров 20 поводок, тут можно чуть подлиннее поводок. И, как правило, крайний крючок всегда с уловом. Надеюсь, я вам объяснил, почему не вешаю веточку на конец продольника. Все, продолжаем дальше. Так, ну что, есть что? Вроде бы есть натяжечка, но пока никого не вижу. Ага, вот он. Так вот. Плюс один язычек. Полезай сразу в кузовочек. Вот так. Тихонечку растет. Инскаден. Ну вот и крайний продольник. Смотрим. Что-то есть. Язычек. Иди сюда, мой язычек. Иди сюда, мой хороший. Что там есть еще что-то? Вроде все. Ну вот, пол ведра не пол ведра, но... Блин, заглотил-то как взрослый. Тихо, будь. Да ёшкин кот. Так, ну вот. Нормальный улов, я считаю, за одну проверку. Пусть вечером вчера не проверял, но 2 раза больше, чем вчера вечером, это точно. И там еще один окушок. Окушок приказал долго жить. Вот такой вот окунь средних размеров. Да не, он еще живой, оказывается. Он живехенький. Ну вот по идее, если здесь есть окунь, есть язь, есть щука, то если покидать спиннинг с блесной, теоретически рыба может попасться. Но мы будем пробовать, только не сейчас.
Сегодня, друзья, еду в Троицко-Печорск, райцентр. Супруга едет на работу. Осталось отработать 2 дня, потом будет отпуск. Потом не надо будет уже кататься туда-сюда. На сегодня проверку мы закончили. Отличный улов. Есть хорюски, есть яськи. Даже окушок есть. Все, если успею, встретимся сегодня вечером на вечерней проверке. Но если нет, так завтра утром. Вода начала падать. Это хорошо. Так что до следующей проверки. Всем пока, друзья. Пока не пропукался, так и не поехал, блин. Пропукался, чих-чих, пук-пук, и все нормально.